день. Давно у нас на канале не появлялось видео, и я решил немножко разбавить рубрики, которые у нас уже идут. Мы в следующую среду обязательно еще вернемся к теме бескультурного слоя и запишем еще интервью. А сегодня я предлагаю поговорить о прусских рунах. Раз каждый день я выкладываю руну, то, наверное, надо объяснить, что это вообще такое. Я думаю, что лучше всего было бы сравнить прусские руны с системой Таро, потому что эта система наиболее известна. Я не просто называю их рунами, на самом деле, если учитывать их историю и использование, то они, конечно, близки к скандинавским рунам по своим характеристикам и по части значений. Но также во многом есть связь и с системой Таро, хотя бы если не внешняя, то в магнетическом плане она существует. Та система прусских рун, которую я использую в ежедневной практике, представляет собой попытку реконструкции значений прусских рун, опираясь на аналогии со скандинавскими рунами и готской лексикой. Это критически важно понимать, так как настоящая система прусских рун неизвестна, а представленная реконструкция является гипотезой. Таро – это устоявшаяся, хоть и неоднозначная по происхождению система с многочисленными колодами и традициями толкования. Прусские руны в моем варианте – это реконструкция, основанная на косвенных данных и предположениях о связи с другими руническими системами. Подлинность и точность интерпретации прусских рун остается под вопросом. Таро использует сложные, многозначные изображения на картах, которые могут интерпретироваться на разных уровнях. Прусские руны, даже в реконструированном виде, скорее всего, представляют собой более абстрактные символы, значение которых выводится из лингвистических аналогий и предполагаемых культурных связей. Таро имеет определенную структуру, большие и малые арканы и разделение по мастям. Используются для различных типов раскладов. Прусские руны, судя по их описанию, представляют собой более ограниченный набор символов, и методика их использования пока не установлена, требует дальнейших исследований и разработок. Интерпретация Таро часто опирается на традиционные значения карт, но также включает в себя интуицию и контекст вопроса. Интерпретация реконструированных прусских рун будет сильно зависеть от гипотетических значений, предложенных на основе аналогии. Это увеличивает субъективность толкований. И Таро, и прусские руны в предполагаемом применении используются для гадания, предсказаний и самопознания. Оба подхода предлагают способ заглянуть за завесу будущего или получать внутреннее озарение. Оба подхода основаны на символизме, хотя природа этого символизма разная. Символы Таро визуальны и многоуровневые. Символы прусских рун, вероятно, более лаконичные, основаны на языковых и культурных аналогиях. Таро имеет связи с западноевропейской мифологией и оккультными традициями. Прусские руны связываются с балтийской культурой и предположительными контактами с германскими племенами. Оба подхода используют символический язык, связанный с определенными культурными и духовными контекстами. В целом, Таро – это устоявшаяся и хорошо изученная система, имеющая многовековую историю. Прусские руны пока представляют собой неподтвержденную гипотетическую реконструкцию. Хотя обе системы могут использоваться для гадания и самопознания, их природа, символизм и методика применения сильно различаются. Более того, реконструированные прусские руны в силу их гипотетического характера могут быть менее точными и более подвержены субъективным интерпретациям, чем традиционные системы Таро. Предоставленная интерпретация значений прусских рун базируется на тщательном лингвистическом анализе в сравнении с другими руническими системами, но представляет собой научную гипотезу. Это значит, что наше понимание прусских рун продолжает развиваться, и дальнейшие археологические открытия и исследования могут уточнить или изменить наше представление об их значении. Мы используем наиболее актуальные и достоверные данные, но помните, что это живой, развивающийся процесс познания. Используйте полученную информацию как отправную точку для собственного исследования и самопознания. Даже в рамках этой гипотетической реконструкции прусские руны открывают невероятные возможности для связи с древними корнями, понимания себя и мира вокруг. Всем спасибо за внимание. Удачного всем дня!